Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. 19 марта 1893 года родился политический государственный деятель Абхазии Ефрем Эшба. В Гагре ведутся работы по высадке пальм сорта Вашингтония. Всего высадят 243 пальмы. Столичный водоканал приостановил водоснабжение почти на весь день в связи с ремонтными работами. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил по телефону президента России Владимира Путина с переизбранием на высший государственный пост. Итоги голосования убедительно продемонстрировали широкую поддержку гражданами проводимого российским руководством курса, сказал глава государства. Руководители двух стран договорились и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах абхазского и российского народов. 19 марта начался рабочий визит Аслана Бжания в Россию. Глава государства проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве Российской Федерации. В рамках визита Аслан Бжания обсудит ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности республики и развития абхазо-российского сотрудничества в различных сферах. Уже состоялась встреча с руководителем администрации президента России Антоном Вайном, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией. Общая сумма начисленных пенсий, пособий и доплат за январь-февраль текущего года составила 234 миллиона 237 тысяч рублей, что почти на 25 миллионов больше, чем в предыдущем году, сообщил председатель Пенсионного фонда Денис Гулария премьер-министру Александру Анкваб. С начала года погашена задолженность перед Пенсионным фондом в сумме 19,5 миллионов рублей. Всего по инкассовым поручениям взыскано 481 тысяча рублей. Во исполнение решений правительства Абхазии с января повышены размеры пенсии 11 категориям граждан, а это более 5 тысяч человек. Со второго полугодия текущего года планируется повышение на 1 тысячу рублей выплат отдельным категориям пенсионеров, не являющихся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства. Это затронет и все категории инвалидов детства. Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС, а также экологической прокуратуры и инспекции провели первый совместный рейд в акватории Сухума. Осматривались места установки рыболовецких сетей на территории от Сухумской бухты до озера Скурчи в Чимчирском районе. По словам экологов, нарушение регламентированных правил установки сетей, как правило, приводит к гибели многих представителей морской фауны, обитающих в прибрежной зоне Абхазии. Параллельно с этим сотрудники ГИМС инспектировали владельцев маломерных судов на предмет соответствия плавательных средств техническим нормам и наличия разрешительной документации. 19 марта 1893 года родился политический государственный деятель Абхазии Ефрем Эшба. Революционер прожил всего 44 года, но успел стать знаковой фигурой для страны. Вместе с легендарным Нестором Лакоба Эшба был на передовой революционного движения, которое впоследствии привело к установлению советской власти не только в России, но и в Закавказье. Сложные времена рождают сильных людей. Именно такой непростой период пришелся на долю Ефрема Эшба, чье имя навсегда связано с борьбой за независимое существование Абхазии. Ефрем Эшба – один из самых известных и образованных революционеров из плеяды большевиков, отмечают историки. Выходец из села Бедия, рожденный в семье дворянина Алексея Зурабовича Эшба. Он был пятым, самым младшим ребенком. С детства тяготел к учебе, в этом его поддерживала мать, которая очень старалась, чтобы все дети получили хорошее образование. Из 5 детей Ефрем стал единственным, который смог перевестись из Бедийской в Сухумскую горскую школу. Поступить тогда в это образовательное учреждение было сложно. Затем поступил в Кутаисскую гимназию, а потом в Тифлисскую, которую окончил с золотой медалью. Уже в Тифлисе у него сформировались революционные взгляды, а далее юридический факультет Московского государственного университета. Именно в это время он вступает в большевистскую партию. Да, он не доучился, потому что был исключен из университета, но это все же был юридический факультет императорского университета, который получил неплохое образование. Ну, тут ему помогло и, конечно, и происхождение. Он все же был
из дворян. Как сказал Эшба, знаете, это может быть не в этот, мол, Абхазский народный совет чуть ли не просил, дайте нам хоть какую-то автономию, от меньшевистской Грузии, но и формальной автономии толком не получили, А вот пришли большевики, и вот вам открытая, реальная независимость. Это было сказано в 1921 году, когда Абхазия была и по формальным признакам независимым государством, но все же нельзя забывать, что действительно реальное обретение государственности произошло именно, восстановление государственности именно при большевиках. Из-за активной пропаганды революционных идей Ефрему Эшба часто приходилось переезжать из города в город и даже жить под чужой фамилией. А перед самой революцией он вернулся в Абхазию и был избран председателем Сухумского окружного комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. В 1921 году Ефрем Эшба с Нестором Лакоба и другими абхазскими большевиками участвовал в специальной миссии в Турции, где они смогли добиться от абхазской диаспоры поддержки действий Кемаля Ататюрка. Историк Сослан Салакая считает, что благодаря этому Абхазия получила признание в качестве Советской социалистической республики. Первая мировая война закончилась, но Турция бурлила. Султан вроде бы признал поражение Турции, отказался от почти всех территорий. И вообще стоял вопрос о существовании турецкого государства как такового. И тут лидером такой турецкой, освободительного движения стал некий, Кемаль Паша, как тогда назвали, будущий известный Кемаль Ататюрк. И в том числе, нуждаясь, поскольку его соперников поддерживал Антанта, он обращался за помощью к России, в том числе чуть ли не грозя, что он будет коммунистом. И Лакоба и Эшба были направлены в Турцию с целью выяснить, во-первых, насколько это соответствует реальности, и, во-вторых, а нужно ли, если это не соответствует реальности, поддержать Ататюрка. И Эшба и Лакоба потом написали отчеты о своей поездке. И оба, хотя писали отдельно, не сговариваясь и так далее, оба написали единогласно, что, конечно, Ататюрк никакой не коммунист, а в душе очень даже антикоммунист, Но в данном конкретном случае для Советской России, для большевиков, эта фигура наиболее приемлемая. И потому можно ему и даже нужно ему помогать. В марте того же года Ревком Абхазии, в который входили большевики Лакоба, Эшба и Акертава, направил Ленину и Сталину телеграмму с сообщением о намерении в ближайшее время провозгласить Абхазию Советской Республикой. Первоначально, когда устанавливалась советская власть, была план и у Москвы, и у Тбилиси такой. Все же Абхазия будет автономией в составе Грузии, советской Грузии. И совершенно неожиданно Эшба, Лакоба и так далее подняли вопрос, что нет. Мы будем провозглашать Советскую социалистическую республику. И, конечно, где-то им, наверное, придавала силу их миссия в Турции, но, конечно, на нее они не ссылались. Они ссылались на желание населения Абхазии. Ефрем Эшба владел несколькими языками, знал русский, немецкий, французский и английский, работал в Нью-Йорке и входил в состав советской торговой делегации в Лондоне, был отличным дипломатом. В апреле 1936 года Ефрема Эшба арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму, затем доставили в город Владивосток, а далее в Магадан и только потом в Москву. Его обвинили в участии в антисоветской шпионской и повстанческой работе, подготовке терактов против руководства всесоюзного
Союзной коммунистической партии. В 1939-м приговорили к расстрелу на полигоне Коммунарка в Москве. Ефрема Эшба реабилитировали в 1956 году. В самом центре Сухума в памяти о выдающемся абхазском политическом деятеле его дочерью, знаменитым скульптором Мариной Эшба, был установлен памятник. В Абхазии чтят и помнят выдающегося государственного деятеля, который вместе с соратниками боролся за становление абхазской государственности. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии должно быть приоритетом на женевских дискуссиях по Закавказью. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин на встрече с сопредседателем от ООН Джихан Султаноглу и членами делегации ОБСЕ и Евросоюза на международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Российская сторона акцентировала необходимость наращивания усилий на приоритетном направлении работы данного переговорного формата, сообщается на сайте МИД России. Проведение 60-го раунда женевских дискуссий запланировано на 4-5 апреля. Делегация Абхазии во главе с министром туризма Теймуразом Хишба принимает участие в 30-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства МИД-2024. В этом году абхазская продукция представлена на стенде, стилизованном под известный Шакуранский каньон, символизирующий экологический и рекреационный потенциал страны. Стенд сделан в виде фрагмента горного массива, с которого стекает прозрачная вода и падает на каменные глыбы. Впервые на выставке участвует команда этнопарка Апсне со своим артефактом «Апсилийский доспех». Выставка проходит с 19 по 21 марта в Москве в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо». В состав абхазской делегации входят представители различных туркомпаний, туроператоров, профсоюзов экскурсоводов и трансферов Абхазии. Криминогенная ситуация в столице стабильно улучшается, заявил первый заместитель начальника УВД по городу Сухум, начальник криминальной милиции Мурат Гулария. Также отмечена работа по оперативному раскрытию преступлений по горячим следам. Уважаемые граждане, жители и гости столицы, сотрудниками оперативных подразделений Управления внутренних дел по городу Сухум принимаются усиленные меры по предупреждению и выявлению преступных посягательств по обеспечению правопорядка в столице. Самый лучший результат деятельности милиции – это недопущение любого преступления и оперативное раскрытие по горячим следам. Говоря о текущей работе Управления внутренних дел по городу Сухум, в результате системно проводимых рейдовых мероприятий с участием сотрудников уголовного розыска вдвое уменьшилось факты незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Профилактика незаконного оборота оружия является важным фактом предупреждения таких тяжких преступлений, как разбойное нападение и убийство. И в текущем году таких преступлений не совершалось в городе Сухум. Немаловажно отметить, что в нынешнем году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года минимизировалось преступление против собственности. В январе и феврале не имели места тайное хищение чужого имущества и грабежи, что также является результатом проводимых оперативно-профилактических мероприятий. Для сравнения, за 2 месяца прошлого года было совершено 7 краж. В столице ведется активная работа по пресечению преступлений против здоровья, населения, общественной нравственности, а именно незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств. За 2 месяца 2024 года в городе Сухум выявлено 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 5 сбыт наркотических средств совершено группами лиц по предварительному сговору. Реализовали наркотики на территории города Сухум путем тайных закладок 5 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Абхазии. Все задержанные содержатся под стражей, производство по уголовным делам продолжается. Итоговая раскрываемость совершенных преступлений достигнута 100%. За 2 месяца текущего года по городу Сухум зарегистрировано 21 преступление общеуголовной направленности.
14 фактов незаконного оборота наркотических средств. 2 факта незаконного оборота огнестрельного оружия. 1 факт автоугон. 1 факт нанесения тяжких телесных повреждений. И 3 прочих преступления. Все преступления раскрыты. В целом криминогенная ситуация в столице стабильно улучшается. Сотрудники оперативных подразделений во взаимодействии с милицией общественной безопасности УВД круглосуточно несут службу по обеспечению личной безопасности граждан и правопорядка в столице. Мы реагируем на каждое заявление и любой сигнал о противоправных действиях и просим граждан незамедлительно обращаться в милицию, содействовать при проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий. Ведь доверие людей и тесное взаимодействие с общественностью существенно влияет на повышение качества работ органов правопорядка. Сотрудниками Гулрыбского РУВД в селе Мархиул обнаружена действующая майнинг-ферма. Подробности в оперативной съемке. В ходе проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Гулрыбского РУВД в селе Мархиул обнаружена действующая майнинг-ферма, принадлежащая Атулян Олегу Амаяковичу. Оборудование в количестве 8 единиц демонтировано и передано на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. В отношении владельца применена мера административного взыскания. В Сухуме простились с доктором экономических наук, профессором, академиком Академии наук Абхазии, директором Института экономики и права, ветераном Отечественной войны народа Абхазии Зауром Шалаша. Проводить Заура Ивановича в последний путь пришли вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Бессалом Кварча, мэр города Сухуму Беслан Эшба, друзья и коллеги ученого, представители общественности, а также многочисленные студенты Заура Шалаша, выступавшие на траурном митинге, отмечали вклад Заура Ивановича в абхазскую науку, в воспитание и подготовку молодых ученых. Говорили о том, что в его лице абхазская наука потеряла большого специалиста и патриота. Заур Иванович был очень неординарной личностью. Очень целеустремленным был человеком. У него всегда рождались очень интересные идеи. Но в отличие от многих идеоносцев, он свои идеи старался воплотить в жизнь. Он по своей сути был, вообще-то говоря, новатором. Он очень многие вещи делал с нуля, как говорится. Почему он такой стал? Откуда у него все это? Наверное, от родителей, наверное, от природы, наверное, от воспитания. Он с детства хорошо учился. Где бы он ни учился, он хорошо учился. Заур Иванович очень много вложил сил и энергии в воспитание молодого поколения. Где бы он ни работал в качестве преподавателя или научного руководителя в АГУ или в Сухумском открытом институте, он всегда очень внимательно подходил к студентам. Он очень кропотливо с ними работал. Он практически со всеми дипломными работами экономического профиля знакомился. Через него проходило это все. Медиашкола «Южане» открылась в культурно-образовательном центре представительства Россотрудничества в Абхазии. В рамках двухмесячного обучения 60 участников в возрасте от 14 до 25 лет смогут освоить азы журналистского мастерства, познакомиться с основами видеопроизводства, рекламного дела и СММ-продвижения. Подобные проекты уже были успешно запущены представительствами Россотрудничества в странах ближнего зарубежья, например, в Кыргызстане и Казахстане. Об этом на открытии рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. Медиашкола будет проводиться в двух форматах: онлайн на платформе Яндекс и офлайн на базе культурно-образовательного центра в Сухуме. В рамках школы пройдут тренинги, мастер-классы, обучающие семинары, воркшопы от ведущих специалистов в сфере журналистики, телевидения, видеопроизводства и пиара из Абхазии, России, Кыргызстана и Казахстана. С организаторами проекта также выступает русская община «Славянский дом». Преподаватели будут не только местные, это будут и российские, это будут преподаватели из Казахстана, из Кыргызстана, которые уже
проводили такого рода занятия для своих, так сказать, слушателей. Для нас это важно, потому что, как вы знаете, сейчас в условиях, ну скажем так, информатизации, в условиях того, что мир заполняет различного рода информацию, нам очень важно, чтобы люди могли, так сказать, с одной стороны доносить правдивую информацию до окружающих, а с другой стороны, чтобы они могли, по крайней мере, определять вот эти фейки и могли бы, по крайней мере, фильтровать ту информацию, которая поступает. Мы надеемся, что хотя бы мы сейчас сможем зародить в вас те моменты, чтобы вы доносили правдивую информацию. Продолжаются работы по озеленению и благоустройству Гагарского района. На улице Абазга силами администрации ведутся работы по высадке пальм сорта Вашингтония. На эти цели из бюджета местной администрации было выделено более 7 миллионов рублей. Сария Кварцхеля расскажет детали. Зеленый наряд Гагарского района постоянно обновляется и дополняется. На улице Абазга уже красуются новые пальмы сорта Вашингтония. В рамках благоустройства города и озеленения проходит высадка пальм в количестве на первом этапе 170 штук. В общем, на этой улице высадят 243 пальмы, привезенных из Турции. В Вашингтоне вечно зеленая многолетняя пальма, которая давно стала частью пейзажа Абхазии. Ее также называют нитеносной из-за тонких нитей, окружающих каждый сегмент листа. Пальма морозоустойчива и неприхотлива. При благоприятных условиях эти стройные величественные деревья достигают высоту до 10 метров, а то и выше. Ранее здесь были высажены пальмы, которые в большинстве своем заболели и погибали постепенно. Было принято решение выжившие пальмы пересадить в других местах и на их месте высадить аллею из пальмы Вашингтония. За высадкой пальм на местах следят и специалисты, которые измеряли лунку для Вашингтонии, использовали стимулирующий рост добавки и обрабатывали корни. В благоустройстве города также помогают граждане района и студенты гуманитарно-промышленного техникума имени Кихирипа. Я считаю, это важность является для всей республики, чтобы у нас была красота. Но мы в таком раннем возрасте должны уже об этом думать, то, что дети придут у нас красиво в Абхазии, чтобы у нас приехали отдыхающие, сказали, вот как красиво, люди стараются. А в целом благоустройством занимается администрация в лице управления городского хозяйства и отдела озеленения. Зеленая, живописная, благоустроенная улица Абазга – это не только пальмы. Здесь также появился новый долгожданный тротуар. На высадку пальм в Вашингтоне из бюджета Гагарского района было выделено более 7 миллионов рублей. Сария Кварцхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. 19 марта почти во всем городе целый день не было воды. Столичный водоканал приостановил водоснабжение в связи с ремонтными работами. Какие работы проводятся и как быстро специалистам удалось устранить поломки, выясняла Алика Трапш. 19 марта жители Сухума проснулись без питьевой воды. Водоснабжение было приостановлено в Нагорной и центральной частях города, старом поселке, районах вокзала, ВИЭМ, Маяк. С утра столичный водоканал проводит ремонтные работы на резервуаре номер 3 по улице Дагестанская. Данный резервуар с 4-й насосной станции обеспечивает водой центральную часть города. Каждый час с 3 водозаборных насосных станций в город поступает 7,5 тысяч кубов воды. Во время повышения уровня воды она вытекает и смывает овраги по Дагестанской улице. Специалисты водоканала для устранения утечки прежнюю трубу соединяют с разводящими трубами. Вот здесь существует перелив, как и в каждом резервуаре. Когда уровень воды в резервуаре поднимается, там есть специальная воронка, труба, по которой вот эта излишняя вода уходит во овраг, по трубам. И вот мы решили, чтобы вот эта вот вода, и смывают, там овраг смывают, вот по Дагестанской, вот это овраги все видели, смывается земля, вода, И, в общем, чтобы вот это не происходило, мы вот эту переливную трубу мы соединяем сейчас с разводящей трубой. То есть перелива не будет, вот это весь перелив будет уходить в город. Параллельно плановые ремонтные работы проводятся и на насосной станции номер 4 в селе Гумиста. Здесь осуществляют замену подшипников на насосных агрегатах, так как они пришли в негодность. Кроме того, ремонтируют задвижку диаметром 400 мм. Здесь стоит оборудование импортное.
Это КСБшные насосы и сименсовские двигатели. Ну, практически они вот... Эта насосная работает с 2012 года. Мы знаем график отключения. За 10 минут до отключения мы сами останавливаем насосные агрегаты, ну, чтобы не было такого аварийного отключения. Потому что, когда вот аварийно отключаются, все энергетическое оборудование, это же не просто мотор и насос здесь. Здесь вспомогательного оборудования, мозги находятся, там плавные пуски, вот это вот все выходит, конечно, со строя, когда вот частые вот такие вот остановки электричества. А на пересечении улиц Абазинская и Кугония ранее в рамках инвестпрограммы были уложены новые водопроводные трубы. Сегодня же специалисты занимаются их подключением. Все ремонтно-восстановительные работы планируют завершить в течение дня, после чего будет возобновлена подача питьевой воды. Алика Травштимургохия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 20 марта на территории Абхазии ожидается облачное с прояснениями. Погода, временами дождь разной интенсивности, туман. Температура воздуха ночью 3,8, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.